надо играть всеми фигурами. Надо играть всеми фигурами. То есть, если вдруг, главное правило, вы играете миденшпиль и не знаете, что делать. Не знаете. Позиция неизвестная в первый раз. Это противник ставит какие-то. Самое главное правило, надо играть всеми фигурами. То есть вы берете, смотрите, эта фигура не играет, и подключаете ее. Да, и когда у вас на одну фигуру в игре оказывается больше, да, может, глядишь, и план хороший, какая-нибудь атака или еще что-нибудь. Всем фигурам. Ну, тут логично, да, он слона поставил, он там простреливает поля. Сегодня прошел мастер-класс на тему «Изолированная пешка». Мы посмотрели очень многие интересные классические партии, вообще историю изолятора, начиная от первого чемпиона мира Вильгельма Стейница, там, вплоть до противостояния Карпова, Каспарова и современных грандов. Вот. А сейчас проходит сеанс, количество досок 25, борьба в самом разгаре. Молодежь оказывает грандам просто невероятное сопротивление. Володар Мурзин сделал уже ничью. Я вчера сделал ничью. Но очень интересный турнир. Я безумно рад, что приехал. Игрок имеет право прочитать арбитра и объяснить. Я впервые участвую в судейском семинаре и могу сразу же сказать то, что он очень полезен не только для судей, но и для игроков. Во-первых, я сегодня узнал о своих правах как шахматиста во время партий. Во-вторых, мы познакомились с новыми правилами, которые были введены 1 января этого года. И стоит добавить, что изменения довольно-таки существенные. Михаил Витальевич рассказал очень много интересных моментов и ситуаций, которые могут произойти во время шахматной партии. Были приведены интересные примеры из истории шахмат. В частности, пример из турнира «Кремлевские звезды» 1995 года, где играли известные гроссмейстеры, и произошел довольно-таки курьезный случай, когда партию пришлось перемотать аж на 60 ходов. Судейский семинар мне очень сильно понравился. И я надеюсь, что они будут проводиться и в дальнейшем у нас в Якутии. Больше всего интересовала партия Дмитрия Кряквина и Владислава Жиркова. В этой партии Владислав Жирков сделал ничью черными в стратегической защите с позиции силы. Вот, и Влад предложил ничью, и гроссмейстер согласился. И еще партии молодых шахматистов
Артура Васильева против опытной Баишевой Нюргианы. В этой партии Нюргиана Баишева играла на победу, пожертвовала целого слона за 3 пешки, но эти пешки не смогли пройти. Артур все точно посчитал и достиг ничейного результата. Вот. И еще также Солдатов Артем во втором туре сделал ничью, и по его словам он хотел победить против Мясникова Исяна, тоже довольно-таки опытный кандидат в мастера спорта. Третий тур. Я с некоторыми шахматистами пообщался, и с двукратным чемпионом нашей республики, с Денисом Назаровым. И я спросил то, что ты играешь на ничью, а он сказал: нет, мне ничья не нужна, я должен обыграть. Вот так. Поэтому ожидаем от Дениса победы.